Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Чего вы совсем не ждете, но это точно случится по судьбе. Загадайте, пожалуйста, на самое неожиданное. То, о чем вы не думаете, не гадаете и не знаете, и в голову не приходит. И загадайте обязательно свой срок. И пусть нужная и важная информация у вас, мои хорошие, обязательно найдет. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, что это вы? 2 семерки. Тьфу-тьфу-тьфу. Дай Боже. Вы успеха не ждете. Вы не ждете, что вы успеха добьетесь. Либо успешно что-то для вас закончится, случится, исполнится, произойдет в вашей жизни. Семерка — это движение, семерка — это успех, это достижение цели, это фанфары, это фейерверки, это поздравления, это лучики счастья в глазах. Вы не ждете семерку, но вам 2 семерки по судьбе идут. Понимаете? Двойной успех, двойная награда, двойное достижение. Вот что к вам идет. Слушайте, как интересно. А вам ведь эти семерки сами ангелы приготовили. Все случится при помощи, содействия и участия ангелов. Успех найдете там, где не искали, где не думали, где в голову не приходило. Ангелы приведут туда, либо сделают все так, что успехом для вас обернется. Кто-то на работе, кто-то в бизнесе, кто-то в личной жизни, кто-то исполнит свои самые мечты. Ну нет, вы об этом не мечтаете, вам это и в голову не приходило. Конечно, замечательный знак, 2 семерки подряд, это, конечно, успешный успех. Тут по-другому не могу сказать. 2 семерки, еще смотрите, вправо ушли. Ну, по правому делу вы их заработали, вы их заслужили. Так тому и быть. Забирайте. Так и пишите в комментариях. Забираю 2 семерки. Это чудесно, волшебно. Эти семерочки по праву ваши. Вы их не ждете, но вы их точно обретете. В тот срок, который вы загадали, сразу 2 семерки. Здесь 1 семерка за другой идет. Вот так, мои хорошие семерки. Ну надо же, тут вот вы еще раз. Так, еще вы совершенно не ждете какого-то человека. А этот человек уже на вашем пороге. Ну, по крайней мере, обдумал путь, либо уже в пути, либо там билеты купил, маршрут там просчитывает, как до вас добраться. Человек придет к вам мириться, человек придет вас возвращать, человек придет покаяться перед вами и сделать все, чтобы войти снова в вашу жизнь. У кого-то это личное, да, возможно, бывший парень, бывшая девушка, бывший муж, бывшая жена придет мириться и не отстанет от вас, пока не простите. Вам тут морского конька будут обещать. Морской конек — это, конечно, великий дар, это чудесный дар, это прям очень много, я вам скажу. То есть человек, скорее всего, придет вот именно конкретно с дорогим подарком. Либо пообещает дорогой подарок. У кого-то отыграется, что, например, с прошлой работы начальник либо начальница одумается, будет вас разыскивать, умолять, упрашивать, чтобы вы вернулись на рабочее место. Ну, потому что без вас фирма пропадает, ко дну идет. Да, вы действительно прекрасный сотрудник и очень многое делали. Все на вас, возможно, держалось. Возможно, кому-то в голову, да, светлую пришло вас уволить, а теперь люди опомнились и теперь бегут за вами, да, чтобы вы вот вернулись и спасли. Тогда вам большую должность будут предлагать, большие деньги будут предлагать.
Также, возможно, это касается дружбы, либо родственных отношений. Если вы поссорились, то тот, с кем вы поссорились, та, с кем вы поссорились, ну, буквально у вас на пороге, хоть вы и не ждете, может, очень крупно поссорились, человек будет вам этого морского конька дарить, либо обещать. Тут вы, конечно, ахнете. Вот этот морской конек, он, знаете, как подкупает, вот реально подкупает. Может быть, так бы не простили, но на морского конька глаз у вас точно загорится. Так, еще вы не ждете честного разговора с близким человеком. Честный разговор, здесь вам близкий человек в чем-то признается, в том, что его беспокоит, либо мучит, либо жить спокойно не дает. А может быть, вопрос касается каких-то проблем, либо даже здоровья. Вот мне идет, что будет такой разговор, вы как-то настроены будете очень подозрительно и негативно, а когда правда выяснится, вы аж скажете: ой, да как так, да? Да зачем было скрывать, да? А я-то тут такое плохое подумала, а все ведь так по-другому обернулось. Ну, ваш близкий скажет вам правду скажет как есть, и вам легче станет. Может быть, вы себя накрутили, может быть, вы жена, и накрутили себя на то, что у мужа любовница завелась, да? Вот. А окажется, что у него там, ну, мало ли, проблемы по здоровью, да, и поэтому так себя вел, там, отворачивался, отмалчивался. Вы скажете: ох, ерунда, ничего, справимся, мы тебя вылечим, к лучшим докторам повезем. Вот, это все-таки лучше, да, для вас это все-таки лучше, чем любовница. Вот, ну, такое, знаете, главное, что вам правду скажет, и главное, что вам эта правда по сердцу придется. И дурные мысли от вас уйдут, отступят, как будто бы и не было. А у кого-то еще отыграется, что вам немножко совестно будет, что вы прям, ну, совсем плохое думали. А тут такое, да. Дальше, мои хорошие, вы не ждете какого-то приглашения. Приглашение достаточно серьезное, я бы даже сказала, какое-то официальное, может быть, приглашение, либо приглашение в какое-то очень серьезное место. Да? Может, там серьезные люди собираются, серьезные проблемы решают. Может быть, это как даже вызов куда-то. Вот вы не ждете. Когда получите, у вас прямо аж тремор пойдет. Да? Очень волнительно будет. Если честно, у кого-то, возможно, даже будет приглашение, ну как приглашение, вызов в суд, либо в полицию. И, ну, этот тремор пойдет, ну, потому что волнение, но волноваться вам не о чем. У вас приглашение с правой стороны, то есть эта сторона ваша, для вас она благополучная. Может быть, что-то раскрыли, обнаружили, либо вам хотят что-то дать, выдать, улучшить. Да? Поэтому про плохое не думайте. Здесь именно хорошее будет. Вызов, приглашение, что оповещение, письмо. Вот это то, что к вам придет в загаданный вами срок. Дальше. Для девушек. Здесь знакомство вам идет. Вы знакомства не ищете. Либо вы его ищете в других местах. Ну, допустим, в интернете, да, на сайтах знакомств. А может быть, вы не хотите ни с кем знакомиться. У вас знакомство произойдет как будто бы по счастливой звезде. Как будто бы счастливая путеводная звезда столкнет вас с тем, с кем вам нужно познакомиться. Как, знаете, во сне знакомство идет. Не успеете опомниться, а вы уже и познакомились. И еще я вижу, что вы вот прям обязательно поменяетесь контактами. То есть нет такого, что вы увиливаете и говорите: ой, мужчина, я вас не знаю, и телефончик вам свой не дам. Нет. Может быть, это знакомство будет, ну, в силу каких-то обстоятельств. Допустим, вы знакомитесь с этим человеком как профессионалом, мастером своего дела. Там, допустим, человек-доктор, либо человек какой-то вот строитель, проводит ремонтные работы, либо какой-то крутой айтишник. Может быть, человек решает чужие проблемы, да, на профессиональном уровне. Вы даете свой контакт. Вот, вы даете. Но что бы это ни было, вот сразу начнет немножечко покалывать. Сердечко начинает, знаете, подсказывать, да, что мужчина интересный, что вот рядом с ним прямо как осиновый листочек дрожу, что это вот есть там у кого-то
как млеть начнете рядом с этим мужчиной. Ну, почувствуйте его харизму, почувствуйте его силу, его энергетику. И смотреть он на вас как-то странно будет. И вы такая: ага, ничего себе, а что тут происходит? Об этом знакомстве прям очень много будете думать. И мне кажется, что это знакомство именно с тем, кто вам по судьбе. Именно с тем, с кем судьба вас в паре видит. Это не обязательно, что это приговор, и вы должны выйти за него замуж. Нет, по судьбе нам разные люди. Просто мы их либо выбираем, либо мимо пропускаем. Вот мне идет, что по судьбе. У мужчины на вас реакция немножко другая будет. У мужчины на вас реакция, как будто бы вы, ну, такой сладенький тортик, пирожочек, да, и вишенка на тортике. Он прямо облизываться на вас будет. Он так себя не ведет с другими женщинами, только с вами. У него дело не слушается, и мозги куда-то в другое место перетекают. В общем, интересно будет за вами со стороны наблюдать, но вы, конечно, очень острые, обоюдно острые ощущения испытаете в момент знакомства. Мне еще идет, что вы сразу как-то общаться начнете. То есть контакты вы друг другу даете и сразу начинаете общаться. Переписочка, да, телефонные разговоры, там, встречи, свидания. Ну, как-то быстро у вас все пойдет. Не успеете опомниться, а вы уже невеста, да? Туда-сюда и уже жена. Да? Вот как-то так мне идет. Прям очень быстро. Сами будете в шоке, но в приятном шоке. Дальше, мои милые. Какая-то опасность уйдет от вашего порога. Потопчется на вашем пороге, да передумает. Опасность, неприятность, плохой человек, может быть даже негатив, да, негативный человек на пороге у вас побывает, но дальше в жилище не пройдет, в вашу жизнь не войдет. То ли у вас защита сильная, то ли у вас береги, дом под защитой, вы под защитой. Ну, то ли высшие силы не пропустят, тоже может быть. Но вот опасность минует. Опасность, о которой вы будете знать. Вы даже, возможно, будете к ней готовиться, либо предпринимать какие-то меры, чтобы защититься, и у вас получится. Да? Либо, знаете, вот еще мне идет, что вы как-то обреченно думаете, что это будет. И что бы я ни сделала, все равно эта беда ко мне придет. Потому что к другим приходит и ко мне придет. Может, даже ничего не будете делать, просто будете сидеть и ждать. Ждете, а ничего не случается. А потом узнаете, что все уже закончилось. Да, скорее всего, перед глазами пример других людей, либо вам достоверно известно, что другие люди в неприятности попадают, да, что беда к ним приходит, но к вам не придет. Вам бояться не надо. Да, неожиданно обойдет ваш дом стороной, потопчется и уйдет. Что за опасность, что за беда, я не могу сказать. Да и не надо. Вас это не коснется. Вот, так что не бойтесь. Не бойтесь и все. Живите жизнь, радуйтесь, об этом не думайте. Так, еще вы не ждете, что вы в идеальную форму войдете. Не знаю, здесь какое-то событие до этого вас доведет. События, ну, допустим, да, если женщина влюбляется, то у нее аппетит пропадает, она как на эмоциях живет. Ну вот, правда, любовь она украшает, влюбленность она украшает. У кого-то отыграется, что вам по состоянию здоровья, возможно, придется сесть на какую-то диету достаточно жесткую, где, например, будет меньше чего, углеводов, там, чего-то там еще, да, что на вас влияет. Может, у вас и нет проблем с лишним весом, а у вас, например, отечность идет, да, опять же, состояние здоровья идет отечность. Вы, может, какие-то препараты будете употреблять, что поможет выгнать эту лишнюю воду, и вы прям похорошеете на глазах, да, фигура идеальной станет. Но вот вижу, что вы в каком-то красивом наряде, этих нарядов у вас много, скорее всего, у вас весь шкаф ими забит, да, но вы их не носите, вы думаете, ну вот похудею, буду носить. Вот как раз-таки будет время все переносить. Вот, в хорошей форме, хорошо выглядите и прекрасно себя ощущаете. Вы себе очень нравитесь.
Вот, красивая одежда мне идет, очень красивая. Как раз мужчина рядом, да, есть повод ходить на свидание можно, да, разные наряды одевать. И ничего выкидывать не надо, либо кому-то передаривать, да, все поносите и будете себя шикарно чувствовать. Дальше, мои хорошие, вы не ждете, что вам предложения будут делать. Скажу честно, предложения бывают разные. Может быть и руки, и сердце. Может быть предложение где-то побывать, в чем-то поучаствовать, где-то себя раскрыть, с кем-то поговорить, что-то где-то кому-то с кем-то сделать. Да? Вот предложение. Причем вас будут уговаривать принять это предложение. За вами бегать будут. Да не просто так, что, знаете, вот предложили и ушли. Нет, прям настаивать люди будут. Вот так, мои хорошие. Кто у меня в любовном треугольнике? Достаточно скверная ситуация. Вот не ждете вы, что закончится это все. А оно ведь закончится. Я не могу сказать, кто с кем останется. Но я вижу, что у вас вот сердце перед глазами, и сердце радостно бьется. То есть, возможно, вы сейчас в треугольнике, но познакомитесь с мужчиной по судьбе и пошлете этот треугольник куда подальше, и счастье свое обретете. А возможно, треугольник закончится тем, что пара сформируется. Да? Вот из этого треугольника выйдет пара. Вот. Ну, все разные, у каждого по-своему, но треугольника больше не будет. В один момент сломается этот треугольник. Дальше, мои хорошие. Информация, змея. Вам какая-то мудрая женщина сообщит очень важную информацию. Либо научит вас чему-то, о чем вы никогда раньше не думали и не знали. Мудрая женщина старшего возраста. Эта женщина, она видит ваш потенциал. Поверьте, кому попало, она не говорит, не сообщает, никого не обучает. Именно вас выберет для того, чтобы передать вам информацию. И эту информацию вы будете применять повсеместно. Это прям во благо, в помощь. И не раз вам эта информация пригодится. Тот, кто владеет информацией, тот владеет миром. Так и у вас отыграется. Дальше, мои хорошие. Вы совершенно не ждете, что какой-то неприятный человек исправляться начнет. Вы либо смирились, рукой махнули, либо, в принципе, вы считаете, что это вас не касается, может быть, да, не ваше дело. Но этот человек действительно начнет исправляться. Этот человек из неважного превратится в очень важного. И еще я вижу, что вас что-то будет объединять и связывать. Вот как переплетутся ваши жизни, либо перекрестком пройдут сквозь друг друга. Может, это разовое событие, а может быть, и на постоянной основе будет. Но этот человек, во-первых, да, исправляется, во-вторых, вас что-то объединяет и связывает. Человек может быть с вами одного пола, либо противоположного. То есть это может быть мужчина и женщина. Но с правой стороны, то есть не просто так. Все не просто так. Дальше, мои хорошие, вы совершенно не ждете, что вот как солнце взойдет над вашей головой. Солнце — это вообще про славу, про популярность. Да? Это приблизительно так же, как семерка, но так, что вот прям все знают. Да? Очень много людей знают и к вам тянутся. Тут прям такие лучики классные вышли. Солнце как будто бы в зените находится над вашей головой. О вас будут говорить, вас будут знать, вас будут звать, а к вам будут обращаться. Вы как будто бы людям, не знаю, помогаете. Либо вы какие-то особенные услуги оказываете, да, что вот людям это надо. И именно надо то, что вы делаете. Ну, если вы каким-то своим делом заняты, то как бы про вас заговорят. Вы свою популярность обретете. Если вы мечтали стать популярной, то
Ваша мечта точно исполнится. Хоть вы уже в это не верите, но мечта исполнится. Да? О вас заговорят. Вы станете как новое солнце. И это у вас в венце происходит. Это вам по судьбе. Это часть вашего будущего. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.